Исанмас Дуслар, мы все с вами сейчас живем непростое, но очень интересное время. Мы очевидцы небывалых перемен в планетарном масштабе. Мы все с вами в недалеком будущем будем свидетелями, как будут исчезать целые государства. Особенно такие деспотичные, как Россия, Иран, Китай. Мы очевидцы, как будут в скором времени меняться границы существующих стран, образовывая новые государства. Наше поколение застало перестройку, реформу в школе, реформу в армии, в которой я, к счастью, не был. Не был, потому что мне мои предки, мой род запретили идти в русскую армию. И я очень горжусь, что я, татар, никогда не выполнял и никогда не буду выполнять русские приказы. Но возникает такой вопрос. Где мы, татары, будем в этом мире? Будет ли у нас государство, которое будет представлять на мировой арене наш татарский великий народ? Будем ли мы, татары, когда-нибудь гордиться своей, свободной, богатой, ни от кого независимой страной? Будет ли у нас такая страна? Я в этом ни капли не сомневаюсь. Самое главное, у нас есть наш татарский народ, на который, к сожалению, обрушились неимоверные испытания, которые длятся уже не 100 лет, которые мы, татары, с великим достоинством проходим, несмотря ни на что. И я очень горжусь, что принадлежу к этому народу. А если есть такой народ, значит обязательно будет у нас государство. Я думаю, что к 2035 году наше государство обретет полную независимость от русских оккупантов. Конечно, с нашей помощью. Но возникает вопрос, как мы будем жить в этом бурлящем котле времени, событий и перемен? Должны ли мы говорить сейчас, как будет развиваться наше татарское государство? Обсуждать, какое государство мы должны построить в будущем? Вот об этом я хочу поговорить. Когда мы освободим Татарстан от русской оккупации с помощью нашей, в том числе партии Янарыш Татар Халык партиясы, и наши демократические силы придут к власти, мы в Татарстане первые 8-12 лет должны будем вынужденно ввести диктатуру демократии. Потому что Татарстан, как государство, станет независимым. Но население, люди, татары, да и все народы, которые будут проживать и примут независимое государство Татарстан, свободными, к сожалению, не станут. Так как против нас сотни лет в русском беспредельном рабстве существует татарский народ. И мы не понимаем, что такое свобода. В большинстве своем татары, живущие в тюрьме под названием Россия, к сожалению, подвергшись сильной русской пропаганде и русификации, не понимают, где и в каком положении они сейчас находятся. Те, кто помнит те времена, после развала Совка в 90-х, практически во всех республиках начался хаос и преступный беспредел. Кроме тех республик, в которых как раз и пришли демократические силы, такие как наша партия. Это Эстония, Латвия, Литва. Не знаю, существует ли в мировой практике такой термин, как диктатура демократии, но я его использую самостоятельно. Почему должна быть диктатура демократии? Потому что в несвободное общество, проживавшее в рабстве не 100 лет, будет не только мешать молодому государству проводить демократические реформы, создавать демократические институты, но и тормозить эти реформы. И обвинять такое общество, конечно, ни в коем случае нельзя. Поэтому, чтобы перемены были устойчивыми, а реформы действенными, чтобы сразу начали работать демократические инструменты, для этого и нужна та самая диктатура демократии. Ведь в общество, как наше татарское, которое подвергалось геноциду, всевозможным запретам и лишениям, очень тяжело будет внедрить что-то новое. Отсюда мы можем вспомнить историю Моисея, который водил 40 лет евреев по пустыне. Зачем? Разве тогда люди не могли читать дорогу по картам, по звездам? Конечно, могли. Просто он ждал, когда умрут те, кто был в рабстве. И на новую землю хотел привести людей, которые не знали, что такое рабство. Наше государство должно сделать то же самое. Конечно, мы не должны сидеть и ждать, пока умрут те, кто жил в рабстве, но и переделывать их убеждения, их уклад жизни
нам нет необходимости. И это на самом деле бесполезный и неблагодарный труд. Мы, это поколение, должны обеспечить всеми социальными гарантиями. Более старшее поколение обеспечить хорошими пенсиями. Трудоспособное население работой с хорошей зарплатой. Мы должны будем создать разные институты для обустройства молодого демократического правового государства, не отбрасывая то самое общество и по-разному привлекая тех граждан нового государства, которые готовы будут активно принимать участие в строительстве нашего нового татарского государства. Такой инструмент в государственном управлении применял Ли Куан Ю, человек, который сделал Сингапур из отсталой Британской империи в процветающую страну. За годы своего правления Ли Куан Ю превратил Сингапур из отсталой британской колонии в развитую страну с динамично развивающейся экономикой. В ходе глубоких реформ он создал универсальную систему высокоэффективного и антикоррумпированного правительства. Правда, у него это называлось диктатурой развития или диктатурой прогресса. Но самая главная наша задача и работа нового татарского государства должна идти с вновь родившимися татарами или татарами, которым на тот момент не исполнится еще 10 лет. Вновь родившиеся татары должны пойти уже в чисто татарские детские сады. За это время, а это 5-6 лет, когда новые татары станут выпускниками татарских детских садов, государство должно будет подготовить татарские школы к полному обучению на татарском языке. Для этих новых учеников, не трогая остальных учащихся, кроме тех, конечно, кто добровольно пожелает сразу перейти на обучение на татарском языке, а таких, конечно, будет много. И вот эти дети, которые уже учатся в татарских школах после детских садов, а это 9-11 лет, государство за это время должно подготовить высшие учебные заведения к преподаванию на татарском языке. Это достаточное время для того, чтобы образовательные учебники и другие базовые и академические материалы для обучения студентов были подготовлены к преподаванию на татарском языке в университетах и высших образовательных учреждениях. Таким образом, без резких переходов, стрессовых ситуаций, мы запустим одно из самых важных для татар систем государственного образования на татарском языке. И примерно через 25-30 лет мы получим свободное поколение татар с родным татарским языком, почти не знающего русского языка, а значит с чисто татарскими мозгами и свободно разговаривающими на английском языке татарами. Одновременно с этим в нашем новом государстве должно идти демонтаж всего того, что касается русского мира. А это памятники, названия улиц и площадей. Это демонтаж совковой коммунякской идеологии. Это демонтаж самого опасного русского оружия в современном мире. Это русское телевидение, радио, средства массовой информации и коммуникации. Это демонтаж русской имперской идеологии, идеологии войны. Мы должны построить в нашем государстве наш свой татарский мир с нашей собственной идеологией, с нашими собственными героями, которые были уничтожены и преданы забвению русскими властями. Ну а что же с русскими в Татарстане? Как же быть с ними? Я вообще не хочу говорить о русских, потому что я не русский, слава богу, я татар. Запятую ставьте сами. Я должен и буду говорить о татарах и бороться за татар и Татарстан, потому что я татар. Так должен поступать каждый татар, кто считает себя татаром. Каждый, кто желает нашей стране мир и свободу. Ну а русские пусть заботятся о себе сами. Никто их не собирается трогать, никто не собирается никуда выгонять. Но те, кто нам будут мешать, как раз и для этого у нас будет существовать инструмент под названием диктатура демократии. Я лишь могу заверить, как лидер партии Янарыш, партии Возрождения, что человек, гражданин, который примет новый независимый Татарстан, неважно какой он будет национальности, он будет защищен Конституцией и законами Татарстана, и ни один волосок не упадет ни с одной головы. Такие законы и права прописаны у нас в нашей партии. Ссылка на телеграм-канал нашей партии прикреплена будет внизу. Приходите к нам. Мы обязательно построим наш
Татарстан свободным, независимым, правовым, процветающим государством. Бик зур рахмат сезгә.